В январе 2021 года в Галском районе был создан оперативный штаб по борьбе с незаконной деятельностью по добыче криптовалют. За полгода было демонтировано 5 ферм, а за последние 2 недели в частном секторе было отключено более 100 майнингов. Мы делаем все максимально возможное, чтобы облегчить, как-то улучшить жизнь людей. Я обещаю, такими людьми мы дело иметь не будем. Мы приложим максимум к ним, чтобы им так жилось плохо, как сейчас живется нам тут всем. У них вообще останется без какого-либо электричества. Сегодня мы все должны понять, что ситуация в энергетике у нас сложная. И мы друг другу все должны помочь. Я не отрицаю, что где-то в руководстве страны или в правительстве, в каком-то ведомстве, да, могут быть нечистоплотные люди. Могут быть такие люди, которые это дело, как говорят у нас, модно крышуют. Я вас всех прошу, обращаюсь к телезрителям, если кто-то знает о них, пусть скажут, хотя бы анонимно. По словам директора Галской РЭС Нияза Джгириная, техническое состояние сетей Галского района удовлетворительное, хотя линии электропередачи и трансформаторы старые, 60-70-х годов прошлого века. Потребление Галского района на душу населения самое низкое по Абхазии, а оплата самая высокая. При этом в последнее время потребление электроэнергии возросло по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. В среднем показатель потребления превышает 35-40%, а общая задолженность в районе около 30 миллионов рублей. Нагрузки подстанции ГАЛ по сравнению с 2019 годом увеличились с 6 до 9 мегаватт. Чем это обусловлено, рассказал Нияз Джгириная. У нас есть прилегающие районы, которые сидят на подстанции ГАЛ-110, есть которые относятся к Кварчельскому району. Этот вопрос не раз поднимался, и там было отключение, у нас было отключение, у нас сейчас по сравнению все в норме, рост максимум 5%, не больше. Начальник налоговой инспекции Роберт Джиба сообщил, что в районе план первого полугодия выполнен на 114%. Перевыполнение составило 2 миллиона 567 тысяч рублей. По земельному налогу в первом полугодии остается только одно село Хашта. Должники есть и среди юридических лиц. О, Казказ 90 тысяч за 2020 год недоимка. О, Галнирудпром 130 500 рублей, это с 4-го квартала 2016 года, но материалы переданы в службы судебных исполнителей. Им там график установили и потихоньку оплачиваем. И Империал Фарм 756 100 рублей выставлены на инкассы, но у него уже в районе землю отняли, договор расторгнули. По словам главврача Галской ЦРБ Стамура Гамге, эпидобстановка в районе более благоприятная, чем в Западной Абхазии. Здесь отмечается небольшой прирост заболевших COVID-19, однако ситуация контролируемая. За последний месяц было протестировано 110 человек, из них 17 COVID-положительных. В Галском районе нет COVID-госпиталя. Все пациенты наблюдаются амбулаторно. Для этого создан дневной COVID-стационар, куда больные приезжают в назначенное время и им проводят необходимое лечение. В связи с последними данными по ковид-ситуации на КПП «Ингур» был уже окончательно установлен медицинский пункт стационарный, где ведется учет, статистика пересекающих граждан. К ним определенные требования для пересечения. В ходе совещания был также затронут вопрос пересечения абхазо-грузинской государственной границы по реке Ингур. За полгода границу пересекли 70 тысяч человек, а за прошлую неделю порядка 15 тысяч. Процент задерживаемых граждан, те, которые пытаются нарушить государственную границу вне пункта пропуска, он снизился незначительно, порядка 30%. На данный момент за вчерашний день у меня задержано преднамеренных нарушений государственной границы 7 человек. Причем мы с прокурором обсуждали, в одном случае у меня уже повторно задержан гражданин при попытке контрабанды сигарет большого количества. То есть он то же самое не прививался, то есть никаких медицинских, так скажем,
процедур он не проходил. Депутат Галского районного собрания Ольга Белоусова подняла на совещании вопрос паспортизации жителей района. Это письмо, которое мы готовим, это черновой вариант, оно предназначалось не вам. Мы предназначали это письмо спикеру парламента. Мы хотим, чтобы вы знали, что аннулировав в 2016 году наши паспорта, вы не только лишили нас гражданства, но и сильно унизили нас, забрали будущее у наших детей. Блестящие выпускники наших школ не видят перспектив в дальнейшем своем росте, уезжают на обучение в вузы Республики Грузия, становятся там высококвалифицированными специалистами и сюда больше не возвращаются. Когда Владислав Григорьевич Ардзембан призвал самурзарканцев вернуться, он не видел в нас врагов. И почему вы искусственно создаете в Гале резервацию? Документ, который был принят в 2016 году, был необдуманным и ошибочным, ответил Алхаз Квициния. В правительстве вопрос паспортизации обсуждается, добавил он. Затем Алхаз Квициния провел выездное совещание в Тхуарчалском районе. С января по 14 июля здесь выявлены 23 объекта, занимающихся незаконной деятельностью по добыче криптовалют. Все устройства демонтированы и изъяты. Их общая мощность составляет 7920 киловатт. Не нужно к этому относиться агрессивно. Надо относиться с пониманием по одной простой причине, что мы можем остаться без света осенью. То есть, чтобы мы не остались, народ не должен страдать из-за того, что кто-то может зарабатывать деньги. Если мы хотим построить государство, мы должны быть законопослушными. То есть все, что делается на территории Абхазии, должно быть законное. Только за последний месяц было выявлено 3 объекта общей мощностью 631 киловатт. При этом допустимая норма расходов электроэнергии по району составляет порядка 10 мегаватт. На сегодняшний день расход составляет около 9 мегаватт, то есть на 1 мегаватт меньше. Задолженность за электроэнергию в Тхуарчалском районе с 2017 года составляет 22 миллиона 193 тысячи рублей. По словам начальника РЭС Вахтанга Харчилава, им не хватает контролеров. Люди не идут на эту работу из-за низкой зарплаты. Всего 3 человека работает, и то пенсионного. Количество абонентов. Вот именно вопрос в том, что количество абонентов небольшое. Даже пенсионерам предлагаем, чтобы пойти на работу. Она собирает, скажем, грубо говоря, 10 тысяч, снимая налоги, она получит на руки 800 с копейками. Не хотят на такую работу идти, тем более по подъездам подниматься. Не хотят, вот категорически отказываются. Сейчас у нас ребята молодые в сбытии по юридикам, которые работают, наряд даем каждое утро, чтобы ходили вместо контролеров. Другого варианта пока другого варианта нету. Если абонентов было достаточно и оплачиваемость нормальная была, я думаю, пошли бы люди, молодые пошли бы люди. О ситуации в области собираемости налогов в районе отчитался начальник налоговой инспекции Джон Аршба. Так, план за полугодие выполнен на 107%. Динамика роста составила 117%. Показатели выполнены по всем видам налогов, за исключением налога на прибыль. Общая задолженность налогоплательщиков по району составляет 27 миллионов рублей. На встрече обсудили и криминогенную обстановку в районе. За полгода совершено 9 преступлений, из которых 6 раскрыты, ни одного особо тяжкого. На сегодняшний день в районе 78 заболевших COVID-19. 448 человек привиты первым компонентом вакцины «Спутник Ви». 290 получили второй компонент. Сария Кварацхеля, Саида Гухава, Абхазское телевидение.